Вера и любовь объединяет народы нашей большой страны в это непростое время. Сегодня на Ставрополе побывали православные татары. Они участвовали в божественной литургии, которую провели в селе Татарка на нескольких тюркских языках. Место выбрано не случайно. Татарское городище – это родина многих тюркских народов. Галина Козлова расскажет. Тихое, умиротворенное место, мужской монастырь иконы Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радость. Сегодня здесь служат литургии на татарском, осетинском, балкарском, кряшинском и, конечно, старославянском языках. Молитва буквально объединяет десятки народов нашей страны. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чтение Евангелия на тюркском, а затем торжественное песнопение на церковнославянском. Так проходит литургия в маленькой часовне, где умещается буквально несколько человек. Однако именно в этом и кроется особенная уютная атмосфера. Здесь нет суеты, вражды и соперничества. Все друг другу братья и сестры. Народов много разных, да? А Дух Святой един. Он всех освящает и всем подает свою благодать и дарует нам радость при общении к Богу и к вечной жизни. Интересная история принятия тюркскими народами христианства. Как считают многие, это народы, исповедующие исключительно ислам. Однако это не совсем так. В Татарстане и ряде других регионов нашей страны есть целая этноконфессиональная группа, которая называется кряшины, то есть крещенные татары. Их в России проживает больше сотни тысяч. Есть сведения о том, что наши предки приняли православие, христианскую веру еще в VI-VII веке, то есть больше 1000 лет тому назад. Если говорить чисто о татарах, исповедовавших ислам, то можно говорить, что они принимали крещение там, в XVI, XVII, XVIII веках. Вот. Но были и другие народы на территории Татарстана, которые тоже тюркоязычные, тоже язык очень схожий, похожий, но в то же время они никогда не были мусульманами, но исповедовали всегда христианство. Для православных тюркских народов в 1869 году даже был сделан перевод литургии святителя Иоанна Златоуста, а просвещал в те годы новокрещенных Поволжья, Сибири и Кавказа профессор Казанской духовной академии Николай Ильминский. Как считает иеромонах Новоспасского монастыря, сейчас многие народы Северного Кавказа забыли или просто не знают об истории своих предков и их вероисповедании. Когда здесь было Аланское царство и была Аланская метрополия, и эта Аланская метрополия располагалась на большой территории от сегодняшнего Ростова, примерно Приазовья, и до Каспийского моря. Вот эти вот народы, которые здесь были, часть их именно исповедовала христианство. Это осталось в древних топонимах, названиях местности. Это осталось и в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии. Это даже осталось в названиях фамилий. Поэтому место село Татарка для богослужения выбрано не случайно. Неподалеку находится татарское городище. Помимо этого, здесь уже много лет бьет святой источник. И по некоторым сведениям, много лет назад к источнику увели подземные ходы. Вероятно, это тоже была территория, так или иначе примыкавшая к городищу. Возможно, даже здесь какие-то пещеры выходили непосредственно к территории нынешнего монастыря. После литургии в татарском городище была совершена панихида на месте руин средневековой церкви. Она была построена в VIII-X веках Хазарской цитадели. Сейчас здесь остались лишь ее малые части, которые буквально разбросаны по всей территории. Вот здесь, в середине небольшого углубления, 1000 лет назад находился алтарь. И спустя столько веков здесь снова служат и молятся об упокоении предков тех самых народов. Галина Козлова, Дмитрий Скляров, Вести, Ставропольский край.